на сессии главой республики был очень серьезно сформулирован вопрос, связанный с будущим города Якутска. Ну, потому что город растет как на дрожжах, мы все радуемся, что он, так сказать, там хорошеет, столица должна быть столицей, вот. Но производственная составляющая где? Где производственная составляющая, которая должна идти параллельно с этим ростом города? Бесконечно рост за счет бюджетной составляющей не может идти. И Якутску нужно сейчас серьезно подумать. И здесь как раз вот тем моментом, который позволит Якутску вот, как бы выйти из этого сложного положения, это я вот однозначно знаю, понимаю, могу как бы спорить хоть с тем, это связано с заходом железной дороги в город Якутск. Вот если сегодня мы эту задачу решим, то в Якутске производство пойдет. Понимаете? Пойдет. Пойдет и переработка. А сегодня, значит, чем мы собираемся встречать реанимацию Северного морского пути? Чем? Разбитой причальной стенкой в речном порту? Или заржавленными кранами? Я понимаю, что там тоже у бизнеса есть свои проблемы, и трудно в этой ситуации обновиться, когда нет объемов перевозки и всего остального. Но тогда давайте заведем железную дорогу и дадим возможность, значит, там, развития транспортных коридоров, дадим возможность перевалки через Якутский порт грузов на Северный морской путь. Надо каждому чиновнику поставить в кабинете глобус, чтобы он воспринимал мир такой, какой он есть. Мир трехмерный. И можно посмотреть, откуда короче, откуда ближе. И как это все надо возить, и что может сработать. Сегодня, может, даже планов таких нет ни у кого, у того, кто это смотрит. А стоит предложить бизнесу вот эти вот сокращенные пути, то он сам, так сказать, туда полезет и сам будет развивать это все и формировать, значит, свои грузопотоки и свои направления движения. У бизнеса очень великие как бы возможности. Если он увидит где-то экономическую притягательность того или иного проекта, конечно, он пойдет туда, куда нужно, куда ему будет выгодно. А здесь как бы сама география подсказывает, что это выгодно. Поэтому Якутск должен начинать с прихода железной дороги. Другого не дано. Если как бы это не состоится, то любое производство, какое вот не начнете развивать в Якутске, оно будет нерентабельное. Датировать его не за счет чего, оно будет неконкурентоспособно. А если мы зайдем туда, дадим нормальную транспортную схему, значит будет все нормально. И сам участок железной дороги станет притягательным. Сегодня постпред Дальневосточного региона Трутнев формулирует задачу об интеграции железных дорог Якутии в российские железные дороги. Это как бы всегда говорилось о том, что конечная цель железных дорог Якутии будет полная интеграция с российскими железными дорогами. Потому что никто не отменял, значит, экономическую формулу о том, что один перевозчик на плече всегда дешевле, чем два перевозчика на одном и том же плече. Когда РЖД поглотит акционерную компанию железной дороги Якутии, для получателей груза будет дешевле доставка груза. Экономически это будет выгоднее. И сегодня вот уже руководители такого большого уровня, значит, они это просматривают. А мы где-то год с небольшим встречались с Трутневым на станции Бестях, показывали это все на схеме, показывали заход в город Якутск. И я думаю, что это все как бы, вот если оно уже попало на, значит, стол в виде каких-то документов, это все будет реализовываться. Но просто надо, чтобы эта задача и всех стала. А сегодня, значит, то у нас полемика, значит, возникает о строительстве тоннеля под рекой Лена, что, значит, технически и невозможно, и опасно строить, и потенциальную опасность себе таит, связанную с крушениями, связанную с техническими катастрофами. Есть кондовое решение. 3 километра 200 метров мост в районе Табади. Он должен быть совмещенным автожелезнодорожным. Если кто-то в Хабаровск ездил, вот поедьте, посмотрите. Значит, мост стоит на царских опорах. Царские опоры сделаны еще в царское время. На этих опорах поставили, значит, в фундаментах поставили вторую опору, смонтировали проезд. На железнодорожном проезде сверху смонтировали автодорогу. Потом убрали металл, потому что металл имеет свойство уставать. За 100 лет металл устал, есть усталость металла. Старые фермы убрали, поставили новые, сделали, значит, делают второй путь и сделают второй проезд автомобильный. Вот это решение транспортное, вот такое решение должно быть. А не так, что мы сегодня ставим автомобильный мост. Автомобильный мост ничего не решает. Ничего. Вот железная дорога, она решает, потому что железная дорога — это маршрутные отправки, это огромные перевозки, это другая себестоимость, это возможность перевалки вагон, борт судна. То есть у нас комплекс станций по Якутску должен быть: Якутск грузовая, Якутск речной порт, значит, на нефтебазе станция, Якутск пассажирская, значит, промежуточная еще одна станция. То есть 5 станций должно было быть в том узле. И тогда уже получается, что, скажем, ну, вполне реально сразу же
подгонять те же составы железнодорожные, значит, с нефтепродуктами и перекачивать их на нефтеналивные суда, без промежуточной перевалки автотранспорта. Понимаете, то есть это революционное решение. Вот. А мы сегодня цепляемся за, значит, Бестях. Бестях с точки зрения зарождения грузопотоков, он мертвый, потому что потребитель весь в Якутске. Понимаете? И есть конкретный пример вот этих слов. А конкретный пример в том, что на наших глазах было принято решение о формировании транспортно-логистического центра на станции Бестях. Да, он сформирован, землю выделили, вертикалку сделали, путь проложили, опоры поставили, электроэнергию дали, освещение дали. А где грузы? А грузополучатели не хотят завозить туда, потому что для них это лишняя операция, трата денег. Завез на Бестях, разгрузил, положил на землю, потом с земли в автотранспорт и думай, как в Якутск завезти. Понимаете? Когда он может со стоечной станции Беркатит погрузить груз сразу на автотранспорт и зайти в город Якутск без промежуточной перевалки. То есть, понимаете, логистика – это наука. Ее надо как бы очень четко прогнозировать, а не принимать решения, которые рассчитаны на последующее, значит, может быть, где-то административное давление и попытку, значит, грузоотправителей каким-то административным давлением заставить зайти на этот объект. То есть экономика, она таких вещей не терпит. Все равно, где зона тяготения, туда они и пойдут. В свое время, значит, на железной дороге, в логистике сформировалась, значит, высокая прибыльность нефтегрузов переработки. И вагонов, цистерн для перевозки нефтепродуктов было построено столько, что сегодня у нас вагонный парк в России превышает вагонный парк СССР. Представляете? Это потому, что там создалась зона, значит, возможности получения высоких прибылей. И бизнес вложил деньги туда, построили, значит, заводы дополнительные и начали штамповать эти вагоны. Сегодня, значит, с точки зрения логистики у нас идет перекос в пользу грузовиков большой грузоподъемности. Вот эта система Платон, которую сейчас ввели по сбору, значит, платежей. Понимаете, с точки зрения, конечно, людей, которые сейчас занимаются этой перевозкой, понятно, что для них это родное дело, они это возили многие годы и все остальное. Но когда у нас железная дорога есть, то это уже не тот порядок организации перевозки грузов, который должен быть. Почему? Потому что сегодня большегрузные грузовики идут весом свыше 100 тонн. Если он идет свыше 100 тонн, значит, статистику приводили о том, что одна машина, значит, подобным весом приносит дороге такой же ущерб, как проход 25 тысяч легковых автомобилей. Представляете, никакой как бы несовместимый ущерб. Массовые грузы, большегрузные грузы, они должны вестись по железной дороге. В Европе ни одна европейская страна не позволяет вести транзитом большие грузы через свою территорию. Все заставляют, значит, этот автотранспорт становиться или на железнодорожные платформы, или на специальные там виды других платформ, значит, и водители садят, так сказать, вагон, и эти грузовички едут на грузовых платформах, а водители едут в вагончики. Проехали территорию этого, так сказать, государства, спрыгнули и дальше думайте, как вы будете ехать. Понимаете? Никто не позволяет, потому что дороги давятся, приходят как бы в негодное состояние. Сегодня в федеральную дорогу М56 Ленова вкладываются такие деньги, мы радуемся. Сегодня мы до Якутска едем, значит, порядка 5 часов на хорошей машине. Всего-навсего 500 километров, 5 часов. Но если эта вакханалия с перевозкой большегрузными машинами, неучтенными, серые эти все схемы, значит, с превышением нормативов пойдут, то, я вас уверяю, через 3-5 лет этой шикарной дороги не будет. И тогда в ремонт ее надо будет вложить примерно такие же средства, как сейчас вкладывается. Но это что, это государственная политика? А для того, чтобы этого не было, и чтобы это экономическое как бы тяготение не создавалось, нужно зайти в город Якутск к конечному потребителю. А конечный потребитель — это население, это промышленные предприятия, которые там дальше есть, это, значит, транзит грузов в речном порту, значит, там и на нефтебазе Жатайской. И тогда уже грузополучателям не будет выгодно разгружать грузы в Беркатите и тащить его автодорогой. Тогда он, задрессовав груз с Новосибирска или с Хабаровска, с нефтеперегонного завода, он получит его у себя на нефтебазе. И он не будет этой перегрузкой заниматься, и мы не будем видеть этот бесконечный шлейф по нашей дороге. Понимаете, это нужно формировать, это нужно делать обязательно. Иначе мы утратим дорогу, значит, не получим экономического эффекта. Кто-то, конечно, может быть, сверхприбыли из автоперевозчиков получит на этой схеме. А сегодня, чтобы было понятно зрителям, получается как? Железная дорога, российские железные дороги Якутии, они в полном объеме несут затраты по содержанию инфраструктуры. То есть рельсы, вся инфраструктура, там здания станций, значит, и прочее, прочее. А
Автомобильные перевозчики не несут затрат по содержанию дороги. Затраты по содержанию дороги несет государство через территориальные дирекции, вот как у нас есть, значит, дирекция автодороги Лена в городе Алдане, и их финансируют из бюджета, и они несут эти затраты. Понимаете? Тогда получается как? Эти несут 100%, а эти не несут. Тогда куда эти деньги деются? Хотя затраты на содержание тяги, то есть здесь тепловозы, вагоны, значит, и прочее, а здесь машины, затраты на содержание примерно одинаковые. Тогда, значит, вот эти затраты, которые идут на инфраструктуру, они перетекают в карман перевозчиков, как сверхприбыли. Понимаете? Для государства это невыгодно, потому что государство вынуждено будет потом дополнительные деньги вкладывать в ремонт автодороги и все остальное. То есть это экономически неправильная модель. Вот для этого есть как бы логистика, и для этого есть очевидная необходимость для того, чтобы мы зашли в город Якутск железной дорогой. И как можно быстрее.